Никто вашу историю не трогает. Наоборот, вы трогаете нашу историю, трогаете нашего последнего хана, Кенесары хана. Его вообще-то не предали казахи, его предали киргизы. Вы историю мне путаете. В Алтын-Орда были казахи, тюркские племена. Да, Чингисхан известный, он монгол, не монгол. Он соединил все тюркские племена и сказал: сегодняшнего дня мы Мыңкол. Это означает по-казахски 1000 рука. Вы об этом чуть-чуть думаете. Даже казахи чувствовали до Чингисхана в Отрар, город Отраре. Чингисхан его взял и отсоединил себе. И егошний сын Жошы здесь в казахстанской земле. И внук Бату взял. Здесь правителем был в Казахстане и остался. Вы 3 века в Алтын-Орде, Алтай-Орде дам платили. Через 3 века вы получили свою независимость. До этого вас никто не трогал. И вы постепенно массу собрали. Вот, например, украинцы, белорусы вас хотели с вами вместе жить, но увидели, как вы дикие, нехорошие, и они ушли и создали себе другое государство. А мы здесь наследники Золотой Орды. После Золотой Орды здесь появилось новое ханство, которое названо Казахское ханство. Создал его Казахское ханство Керей и Жәнібек. Если вы ревнуете нашу большую, огромную территорию, лучше молча завидуйте. Хорошо? Не трогайте нашу историю. Нашу историю уже признали все мир. Уже знает все мир, что такие казахи. Мы великие народы. Так что не путайте историю друг другом. Хорошо? Если непонятно, спросите о своих там историках. Они знают. Москву как защитили 2 раза. Там казахи были, когда Наполеон пришел. Когда немцы в Берлине Рахымжан Қошқарбаев флаг поставил на Рейхстаг.